맞아요. 나 토마 아주 몰람체물이야. 치규 남베기 수리 남 다다나 신기 켈로게 베시니엔다 준비도 주마. Я хочу прежде всего 제베 поприветствовать 집에다고 всех ринпоче, которые 다나 присутствуют 신기 김보봉 на, на 영수도 этом онлайне, 에는 а 공에서 также 대장이 всех кемпов, всех лубинов, 음 а также 다디야 다 가서 всех 마 монахов и 수야디 монахинь 그래디 조지 и 탐바마 초튀잖아 всех тех, 대신 кто присутствует на нем в Бадгае и смотрит 대야 его по 어쩌다 интернету. 쉬는 제제 Я всех вас 조지 тепло 별이야 마베 приветствую. 콤이야 가르쳐라 И сейчас я хочу продолжить рассказывать о жизни Атиши. 갸할이야 즉 Как я уже 가르치기 단디 объяснял 마시게 вчера, 되어 직전에 перед тем, как 와서 마세베 Атише 아니 прибыл в 총알들이 Тибет, 다른 나라에게 갸와 춘중기 송다의 제비입니다 у 아니 него, 조지 치수 а, 비크라마 실력이 줄라름니 у 간 него 켄도 уже, 나 он уже достиг 다나 довольно 신기기 высокого, 우대 우대한테 большой 구리기 славы 달라 в 간지 Индии. 송도봐 이제 송도봐 Как это 나 대담도 마세베 описывается 달라 в 신는 신기 истории 아니 급디디 Дharмы 갸와 Таранатхи, 디게다 истории буддизма в Индии 우상기베 문제 Таранатхи. 대봐 조다베 지 차체어로 급디디자 Атише, 차체어로 자외 대바 시암 다가도 대바 시주지 비브레 Атише 주 삼회기 уже был известным в Индии. Также он был настоятелем 제바메 Викрамашилы, 라말리아 а также 굵고라도 настоятелем 시시다 Адантапуры. 조여기 남다망베 나노래 근데 용도 와 디균셀 되네 간다 И 베라 마베 его 콤에 также 조 почитали 조제디 как гуру 디발로리아 всех 자네 во всех школах, 알라칸제베지 체인이라 как это 베레지다 описывается в его 랑다나 신기 многочисленных 디게게 되버지 биографиях. 저기 다드네 샴레 아주 벼도 대천주고 지슈이 벼도 대천주고 슈 아니 И 슈제암 아니 сейчас я хочу 다 рассказать 팅사다비다 о том, 나말리아 как 지 Атиша 갸 пришел в Индию. 데르다 벨리아 데르슈아당 다나 В 신기 벼게 средневековое время 넘버와당 아니 로브니오드 было не 갸알이야 так, как сегодня. 조아디 깔레 Для того, 슈제베 чтобы привести индийских 간다 пандит в Тибет, 미지나게 된다 신부 для 쉬우시 того, чтобы 사제베 посетить какие-то 다음으로 조제 священные места в 딱급디 Тибете, 비싸네 갸하게 а, и также для того, чтобы 조제 тибетцы 나몰이야 유에데베기 나몰이지 отправиться в 라마 Индию 다 для 가카솔로지 обучения. 년다 신부 유에데베 직당 Это 개 было 신부지 все очень 지리게 сложно. Для этого 비싸네 нужно 다 было преодолеть 덴지베다 라마 очень много 베레 трудностей. 개 신부 자 신부 되지 В 베리아 особенности 단차 지데데 슈고 в то 삼게 время 슈쇼쇼로지 Атиша был одним из самых 다나지 известных 갸하게 и 수기네 важных 직당 쇼쇼로 되지 буддистских 베리스 гуру в Индии. Поэтому 진짜 э- 인도산에다 это было едва 조지 возможно, 별이야 что 된대 он мог немедленно 주야리아 прийти 인생 강의 대신에는 в 벽고지 Тибет. 쉬바 다나 신기 Так 겐 при 컨디션이 каких 와게 же 걸래 근데 условиях и 슈트버 지베 обстоятельствах 라비미나 Атишу пригласили в 다대야 Тибет? 디 하고 И 제베 почему 녜래야 он 조지 был, 별데 он 슈야 в конце концов 교도발이지 смог прийти? 하고 제베 녜래야 지금 로유기 감정 급디디고 로유기 감정으로 갈아간 섬지 И, 아주 ken과의 계속 차리 급디디 и 다 важно 벽이 벽 관심이 좋은 게 понимать 다음에다 ситуацию 지단계 с 급선배다 Дharмой в Тибете 다나 того 신기 времени. 출루기 내나 이날에 간지 토하네다 지 Буддизм 도스치가 쇼다 내다 나타보듯이 распространился в 인데 Тибете 도스치가 태야 지단계다 별이야 во, 뒤에 빈배가 걸려야 во время 벼지 송배가 седьмого 벽이 송전에 века, то есть в начале 벽이 된바 다고 우츠고 седьмого века. И 근데 первым правителем 디젤이야 벼지 Тибета, 송대생이 кто 걸려야 아니 начал 상에게 распространять Дharму в Тибете, 갸체토하게 был 우르츠 император Сансангампо. 디제게 아니 Это было 미릅시바 начало седьмого 담모 века. 우듬생기 А 걸려야 затем, во время правления 다 императора 담모 Трисонга 우듬생기 Детсуна, 아니 실로 게게시비 Дharма 시시게 걸려야 아니 상에게 распространилась 때 무릎에 повсеместно. 상에 때 Однако 무릎체네 아니 уже 그게 через 가능하다 4 다 поколения, в 최근에 뉴스에 841 году 된다 нашей 그때 эры, царь, 상에 때 который известен как 지 Ландарма, 주물레버로 쫓아버디 아직 가서 начал 갈아가서 преследование 시기 буддизма в 갱표심이 시다 Тибете. 지야
И в 다 랑 результате, 타마 우둠셀이야 코란을 세니 유브레 세 а, 우승사야제다 세 и в 닌덴샤 니 результате 유브레 Дharма почти исчезла из 다 Тибета. 딩나로네 우승기 У 초 Ландармы было двое 기디 сыновей. 니마고사야지 중이브레 Их 기디 звали Эсун 니마고사야데 и Юмтен. 탑급디 주스타는 공 폐위상이 И 거리야 племянник 슈잉고시세 Осунга 아니 по имени 럽디디 Денимаген 시우중스라고 다 딩산체네 вынужден, 응어리시세 вынужден был 응어리 бежать 사찰이야 죄죄야 в 렙시네 область, известную 사찰이야 как 아니 Шаншунг, 개버창 царство Шаншунга. 기디 Это 니마고야 сейчас 콩야 находится 세숨 в районе Ngaри. 숨지여브레 다 И 세숨이야 인도산에 다 этот Денимаген, 세숨게 он стал 광활이야 правителем 제두산에 다 Шаншунга. 부분능 징토나 И 리민도 у него 공원체네 было 아니 3 сыновей. 코란기 나와라 И 예베 для 응어리 того, чтобы 사샤디 предотвратить 아니 какие-то 둠숨라 거체 конфликты 아니 между 콩기 세숨고 этими 제제야 сыновьями, 아니 он 사샤 разделил регион Ngaри 누르르 나이 на 제나마 3 части. 덴바체네 아니 응어리 И каждая 포르소사야디 из этих 송에디 아니 3 частей 디베 он 송디 중이브레 отдал одному из своих сыновей. 다 사자디 응어리디 두무숨을 И 배워야 именно 인도산에 с этого 에 времени 디나로네 뿌랑이 촉이 берет 사자디 세니바 м, свое 저시 начало 대변사들이야 термин «три 낭체네 региона Ngaри». 저시 대변이 바보게 И среди этих 3 районов 시즈드는 사자들이야 район 콩 Пуранга 딩산 управлялся его 게라 вторым 유브레 сыном 구기 по 게럽 имени 사디야 Таши Дэгюн. 구기 게럽 사디 아니 И в более позднее 사자들이야 время именно 중이브레 Пуранг стал известным местом 뿌랑기 правления 촉 예보 저시 династии 대변 Гюге, 콩리야 세니 царства 유브레 Гюге. Это как 갬바티기 раз 민리야 Пуранг. 송이스는 거래 И у этого правителя 다 카시게 Пуранга 코레야 Таши Дэгюна было 카시게 2 сына. 코레데 카시게 송이스는 거래 이내다 Старшего 카시게 из них 송이 임바디 갬바티 звали 송이스디 Сонге. 지 도스콩 잼바도 지는 무지치가 다한다리야 И 세 갬바 송이스야디 에네 этот старший сын 지수 럽도 по 중이브레 имени 럽도 Сонге, 중이 он стал 챤래야 다 монахом. 이시외시 И 토인바 когда он принял монашество, то получил 다 라마스라고야 монашеское имя 딘센데 Лама 딩부 Ешиу. 개보 임베체 개보디 에네 라마 차이 민두 텔레야 И 달라마 시시 라고도 этот 음 Лама Ешиу имел большое влияние на развитие 달라마 тибетской 이시외 истории. 콩 안 회가 루이고 토래야 제제 신부 여됩지 차디게 말해 Он стал очень 다 важным, очень 제제 известным 나와네 человеком 다조 제제 신부 숨 샤야 말했어 в 제제 신부 숨데 가르에서 тибетской 지게 디 истории. 상계게 땜바 뚱으리 그래야 И 타와치다 데 아니 одна причина, 지레스 почему он 다 стал 땜바되는 타와치 так, 다는 가르레스 он был 라비야 таким 콩게 важным, 빨라는 связано с 줌바서 тем, 다 된대기 что 야가 빈드다 된지 он 쉐체네 아니 распространил учение Дharмы 그게 из 금규 Тибет. 쌀도 배낭이 И 텔라 변신에는 а, 땜바되는 타와치 레스 то 대삼도 есть это 마세베기 Верхний 응어리 Тибет, 서구리야 в 톨링 고마사지 Центральный Тибет. 쌀도 신나 디 И 고마디나 응어리 서구리야 다 루규 인쉐기 고마치야 И самый первый монастырь 다 в 다다그래야 истории 톨링고 Ngaри 사창섬지 토리시 был 머치미시시 основан именно им, 아제나 제하유다바 인시레 и он сохранился до нашего 에네 времени. 이시웨기 제제 니버데 가르사나 조지 어디샤 И 데르쉐 вторая причина, по которой 다 он 드네 так 제제 важен в 수버데 тибетской истории, 가르시야나 как раз 마세베 связано с 유사바데 тем, 콤 что именно он 마서 пригласил 데르시 Атишу в 기수다 Тибет. 난셰네 И кроме этого, 다시 он 상한 также 살라바서 딘데 помог 소보도 마시 взрастить 에네 베게 토야 многих 콩야 лотцов, многих переводчиков, 우수 디스코리아 включая 갸겨나 딜레나미 인두세 великого 다데기 Лотцаву Ринчена Зампо. 신보 수버데 차데 И 다 благодаря 이시웨 этому 콩 много 게볼랑초게 переводов 땜바 누네 밀로 치 тантрических 제제 текстов 중대버지 쳐요 были сделаны в это 디 время. 다 이시웨는 야 지비 이시웨는 야 랑타마보다 지비나 버지 И во 밀로 время 응아스 쪽도 м, 디기 르야 아니 жизни 상게 콩네 Ешиу 냠자 신보충 прошло всего 다호랑게 лишь 100 лет с 다다 того 이시웨 времени, когда 다 보란 게비 Лангдарма начал 송이스도 봐 преследование 콩기 Дharмы в 나오 Тибете. 게데베기 셩셩마 И несмотря 응어리 그 на это, 서구디
за это время буддизм пришел в большой упадок, в особенности в районе Ngaри или царства Шангшунг, где правил Лиши или Сонгэ. Это место было местом происхождения Бен, религии Бен, и Бен был очень силен в Шаншунге, и большинство людей были последователями Бен, и очень мало кто знал что-либо о буддийской дарме. И кроме того, во многих районах Тибета люди не знали дарму должным образом. И многие распространяли ложную дарму. И проблема заключалась в том, что тибетцы с большим уважением относились к выходцам из Индии. И поэтому очень много индейцев, которые были весьма сомнительными учеными, они знали о том, что Тибет очень богат золотом, в Тибете очень много запасов золота, и поэтому они приходили из Индии в Тибет для того, чтобы учить разным видам дармы. И в особенности они учили тайной мантре и делали это неправильно, не в соответствии с воззрением. И поэтому это привело к большой запутанности. И э, Сонге, он очень беспокоился по этому поводу. И он сам посвятил себя изучению и исследованию сутр и шастр. И в результате этого он понял, что эти учения, которые распространялись в то время, они не соответствовали истинным учениям Дharмы. И для этого, для того, чтобы исправить ситуацию, он ввел много законов, каких-то пытался ввести новые правила, законы, для того, чтобы каким-то образом урегулировать, кто и что мог учить, но с это никак не помогало и не имело большого влияния. И именно поэтому он пришел к выводу, что как важно пригласить из Индии автентичного пандиту, ученого, для того, чтобы исправить ситуацию. То есть он очень хотел, чтобы из Индии в Тибет пришли истинные ученые. И, и поэтому в результате он загорелся идеей пригласить Атишу, который, как я уже говорил, был одним из самых известных пандитов, ученых в Индии того времени. И поэтому мы говорим о том, что приглашение Атиши как раз и является заслугой еще. И причина, по которой он хотел его пригласить, как я только что объяснил, это было стремление решить проблемы с качеством учений в Тибете. И в то время источником Дharмы для тибетцев была Индия, и всех пандитов, которые приходили из Индии, очень уважали. И поэтому, если была нужда, необходимость пригласить того, кого бы все уважали в Тибете, то это должен был быть ученый из Индии. Не было другого варианта.
Кроме того, при выборе такого индийского ученого нужно было принимать во внимание их возраст, поскольку путь в Тибет был таким сложным. Это должен был кто-то, кто был физически способен преодолеть этот путь и прийти в Тибет. Кроме того, этот ученый должен был быть сведущ как в учениях сутры, так и тантры. И кроме этого, очень важно было его мотивация и э, хорошее поведение, то есть чистая дисциплина. Почему? Потому что в Тибете этого времени наблюдался большой упадок в монашеской дисциплине, поэтому так важно было, чтобы этот ученый придерживался чистоты дисциплины. И то есть было очень много вот этих требований для такого ученого. И было очевидно, что в Индии не было никого лучше, чем Атиша. То есть никто не отвечал этим критериям лучше, чем Атиша. И вся эта идея пригласить Атишу в Тибет, это была идея Ешиы. Однако сам Ешиы так и не смог встретиться с Атишей. И тот, кто был на самом деле способен его пригласить, был Джанчуб. И И в Тибете много историй о том, что Еши посвятил всю свою жизнь, чтобы эм, пригласить Атишу. Правда это или нет, но важно помнить, что без него Атиша бы точно не смог прийти в Тибет, поскольку вся эта идея первое приготовления и пригласить его в Тибет как раз принадлежит Еши. Поэтому без него, скорее всего, это было бы невозможным. И как же это произошло? Еще верил э, эту, попросил или приказал Лацаве, старшему Лацаве, переводчику по имени Геат Сундрю Санге, перевести Атишу из Тибета, из Индии. То есть эта задача была возложена на Луцаву по имени Геат Сундрю Санге. Однако его первая попытка пригласить Атишу была неудачной. Атиша не смог отправиться в Тибет. И недолго после этого еще состарился и умер перед тем, как его желание исполнилось. Однако перед тем, как он умер, он попросил своего племянника по имени Джанчуп чтобы он приложил все возможные усилия для того, чтобы привести Атишу в Тибет. И для того, чтобы исполнить последнее завещание своего дяди, Джанчуп послал Лоцао, Ngацо Лоцао в Индию, чтобы пригласить Атишу. В то время, когда Ngацо Лоцао и со всей этой делегацией прибыли в Индию, Атиша жил в Викрамашиле.
Викрамашила был монастырем, было монастырем и буддийским университетом, основанным в VIII веке четвертым правителем династии Пала по имени Дharmapala. И Викрамашила считалась в Индии вторым университетом по значимости после Наланды. Однако, в том, что касается изучения тантры, Ваджраяна, Викрамашила считался даже более важным местом, чем Наланда. И, и, и лучшим выпускникам Викрамашилы, лучшим ученым, царь даровал титул пандиты. И многие великие ученые того времени учились в Викрамашиле, включая 6 хранителей врат, таких как Наропа, Шантипу, Атиша, а также позже Шакья Шрибадра. И когда Лацаба Ngacо делегации прибыли туда, Гет Сундрюс Сенге пребывал в Викрамашиле и учился там. И поэтому он очень хорошо знал причины, по которым Атиша не мог прийти в Тибет. И поэтому он сказал им: не говорите, что вы хотите пригласить Атишу в Тибет. Храните это в секрете. Вместо этого притворитесь, что вы пришли сюда учиться. И затем, когда придет подходящее время, я объясню вам, как пригласить его. И они так и сделали. И провели они провели там целый год в ожидании, как бы просто Ngacolo учился в Викрамашиле, ожидая подходящего момента. И, наконец, пришла подходящая возможность для того, чтобы объяснить Атише, что они, собственно, пришли в Викрамашилу для того, чтобы пригласить его в Тибет. И Атиша ответил, что то, как вы это описываете, говорит не о том, что тибетский правитель является истинной бодхисаттвой. И вы преодолели столько сложностей для того, чтобы прийти сюда. И сейчас учение Дharмы распространяется в Тибете, и мне м, было бы плохо, если бы я отказался принять приглашение этого тибетского царя Бодхисаттвы. Поэтому я постараюсь найти способ отправиться в Тибет. То есть он сказал им, что он попробует прийти в Тибет. И после этого Атиша спросил свое божество Едама, Ари Тару, об этом. И Тара ответила, что сейчас отправиться в Тибет будет очень благоприятным. И в особенности это будет важным для одного мирянина. Он спросил, кто этот мирянин, и Тара ответила, что его зовут Драмтемпа. То есть главное для кого посещение Атиши Тибета будет иметь значение, это Драмтемпа. То есть так сказала Атиши Ария Тара. И поскольку Атиша понимал, что это очень сложное намерение, очень сложная задача, к ней необходимо для ее
воплощения, необходимо хорошо подготовиться, поэтому он отправился в Бодгаю, где совершил обширное подношение, вознес молитвы и, и уже готовился уйти, когда мастер по имени Гняна Шримитри дал ему горстку белых, белых ракушек и сказал: отдай, отдай эти ракушки старику э, со склоченными волосами. И тогда он пошел искать его и нашел этого человека. И старик сказал ему: отдай мне ракушки, которые ты для меня принес. И в этот момент Ачиша понял, что это необычный человек, совершил перед ним пристирание в своем уме и спросил, будет ли это благоприятным, если он отправится в Тибет. И на это старик ответил, подобно тому, как ответила Тара, что это будет благоприятным. И тогда Ачиша спросил, а создаст ли это какие-то препятствия для моей жизни? И на это старик ответил, что если ты пойдешь в Тибет, твоя жизнь будет короче. Когда Атиша услышал это, он спросил, а насколько сократится моя жизнь? И старик ответил, что если ты не пойдешь в Тибет, ты проживешь 92 года. Однако, если ты пойдешь, то ты проживешь лишь 73 года. То есть, по сути, если Атиша отправится в Тибет, его жизнь сократится на 20 лет. Это то, что сказал ему этот старик. И тогда Атиша подумал, если это так важно, чтобы я отправился в Тибет, если это принесет столько блага, то не имеет значения, что моя жизнь сократится. То есть он принял решение, что он отправится в Тибет, однако он не мог сказать, что он пойдет в Тибет. Почему? Потому что правитель Индии, а также а, все старейшины в монастыре не отпустят его, не разрешат ему отправиться в Тибет. Поэтому Атиша сказал, что он просто отправляется в паломничество и отправился в различные места паломничества в Индию. То есть он м, переходил из места в место и постепенно пришел в Непал. И, и один из старейшин Викрамашилы, он заподозрил что-то неладное с самого начала. То есть ему все это показалось странным, и поэтому он последовал за Атишей. И когда Атиша прибыл в Непал, то этот старейшина узнал о плане Атиши отправиться в Тибет. И, и, и он был очень взволнован и разгневан, и он сказал Онгацоло Цави, ты ам, притворяешься. На самом деле ты приехал в Викрамашилу не для того, ты пришел в Викрамашилу не для того, чтобы учиться. Ты хочешь похитить Атишу. И если мы потеряем Атишу,
если он отправится в Тибет, если он будет находиться в Тибете долгое время, то тогда в самой Индии будет угроза разрушения буддизма. То есть это принесет угрозу для сохранения дармы в самой Индии. То есть он был очень против этого. И, и они начались долгие дискуссии о том, насколько Атиша может отправиться в Тибет. И в конце концов Гонсоло Цао и старейшина Викрамашилы пришли к согласию и решили, что Атиша проведет не более чем 3 года в Тибете и затем снова вернется в Индию. И Ngadzolo Сава поклялся, что Атиша не останется в Тибете дольше, чем 3 года. И это было условие, которым Атиша смог отправиться в Тибет. И главная проблема заключалась в том, что в то время, когда Гансоло Цао и делегация эм, прибыли для того, чтобы привести Атишу в Тибет, Атиша был уже не молод. Ему уже было больше 50 лет. И для того времени возраст больше 50 лет это был уже солидный возраст, принимая во внимание длину жизни, среднюю продолжительность жизни того времени. И кроме того, он был очень известным бандитой, очень влиятельным бандитой. И он был выбран настоятелем Викрамашилы, Адантапури, и также он был главой нескольких других важных храмов. Поэтому говорится, что обычно он носил на поясе не меньше, чем 18 ключей от всех тех мест, где он был главой-настоятелем. И, и именно поэтому индийцы так не хотели отпускать его в Тибет. И говорится, что когда Тиша наконец отправился в Тибет, ему было 59 лет. И когда Атиша пребывал в Непале и готовился отправиться в Тибет, Гьят Сундрю Санге умер. То есть это старый Лацаба. Гьят Сундрю Санге умер. И тогда Атиша сказал, что переводчик умер, и у меня больше нет языка, и поэтому я не могу отправиться в Тибет. И когда Ngadzolo Цао услышал это, он сказал: Прошу тебя, приди в Тибет. В Тибете есть известный переводчик по имени Ринчен Зангпо. А потому что касается обычных разговоров, то я могу сам для тебя пере... могу сам для тебя переводить. Прошу тебя, продолжай свой путь в Тибет. Благодаря этой настоятельной просьбе Атиша продолжил свой путь в Тибет. И все это путь занял долгое время. И когда они прибыли в Ngaри, это произошло в 1040 году. И
Джанчуб-Ю, племянник Деши-Ю, в то время уже стал монахом, и он очень долгое время ждал прибытия Ачиши. И он долго готовился принять его должным образом. И говорится, что когда Ачиша пришел, наконец, в монастырь Тодинг, то, согласно преданиям, 300 мирян на белых конях с флагами, рогвами и прочими различными подношениями ждали его там, чтобы встретить его с наивысшей почестью. И, и в особенности для того, чтобы произвести сильное впечатление, Джанчуб решил использовать новый музыкальный инструмент, который можно было бы слышать издалека. Это инструмент, который называется рагдунг, и он используется в монастырях до сегодняшнего дня. Это очень громкий инструмент, который слышно издалека, и поэтому особенно этот инструмент рагдунг называют м, то, что приглашает переводчиков и ученых. И звук рагдунга довольно необычный и очень громкий, поэтому, согласно преданию, когда они впервые начали играть на рагдунге, то все животные, кони и прочий скот, яки и прочие, они перепугались и в панике разбежались. Все, кто были там яки, дзо и прочие животные, стада животных, они все испугались и в панике разбежались. И именно этим сопровождалось прибытие в Тибет. И после того, как Ачиша, Ачиша прибыл в Тадинг, Джанчуб был очень возрадовался, был очень рад, и он рассказал Ачише о том, как Дарма, как Дарма была установлена в Тибете. И сначала это произошло в Центральном Тибете, и затем, как Дарма была преследована и в какой упадок она пришла. То есть он рассказал об этом Ачише. И с этого начинается история пребывания Ачиши в Тибете. И давайте сегодня остановимся на этом.